Бесконечность раскрывает перед вами свои руки, чтобы вы сфокусировали свое намерение, как оно проявляет перед вами, что такое воля. Я сегодня своей волей всколыхнул в бесконечности пустоту, из которой вырисовываются очертания все вырастающей выпуклостью, как если бы вы на свой указательный палец поверх его положили марлю и начали его поднимать вверх. По мере поднимания вашего пальца его внешняя поверхность будет все сильнее проявлять свои контуры. Так и здесь. Вы не должны это понять, но коснуться хотя бы внешней своей стороной видения. То, что перед вами сейчас будет проявлять само намерение. Вознамерьте уже именно с этого момента воля у человека – это самое главное, которое находится ощущением внизу живота. Об этом ощущении, чувстве невозможно что-либо сказать. Но это главный эпицентр всего, во что вмещается сам человек. Его главный стержень. Все, что не делает здесь и не делал человек, какие бы он великие дела здесь не совершал, здесь и в мифологии, везде играла главную роль воля. Только воля может всколыхивать пустоту. И насколько воля развита, настолько она дальше проходит саму пустоту, где уже под ее воздействием всколыхания пустоты, когда вы продвигаетесь все дальше и дальше, начинают от этого всколыхивания проявляться неописуемые вещи, которые вы воспринимаете в форме сказок, мифов и притч.
человека эпицентр всего сущего. Если вы сейчас сфокусировали свое внимание в зону понимания, вы безнадежно стали для этого видения, попытки увидеть потерянными. А кто не потерял, связывающее звено с того момента, когда я начал говорить, то, возможно, уже в данный момент он начинает более отчетливее видеть контуры самой воли, без всякого осмысления. Это называется живые голоса. Я когда-нибудь об этом обязательно расскажу. Сегодня вы в первый раз реально каким-то местом увидели совершенно другой путь, путь познания, но не путь, где можно это понять. Там, дальше, еще дальше, когда вы волей своей, когда она станет у вас очень сильной, то вы можете ее закидывать в неимоверные дали пустоты и вытаскивать сами все, что вы пожелаете. Про волю знали древние правители. Египтяне, древние египтяне для точки отчета просто наш вчерашний день по сравнению с теми, когда те правители существовали, и они напрямую пользовались своей волей. Хотя и то, в то время это знание было не каждому доступно. Все, абсолютно все держится на воле. Это главный нерв, которым мы можем дотронуться к пустоте.